Кырымда Курман районунда пайтахтан 50 километр узаклыкта ерлешкен кичичик Кыр байлар вакыф койы шымды радужна оларак белгилене. Бу койге бармак үчүн бизим чеким группамызга чөл ортасындан кечкен айланчык юлнен кетмеге керек болду. Ягмурлы яда карлы аба болганда бу юллардан арабанин кечмек имкансыздыр. Onun үчүн биз бу месафени машинада тек күнешле ачык абада кечемиз. Көргениңиз кыбы койге кирмезден эвел каршымызга Нина Гончар раст келишти. Озу жашаган койны яхшы биле экен. Чүнки 20 ел девамында о бу хожалыкта чалышты. Койге 1952 сенеси Киев велетинден келди. Айтканына көрө, о вакыт койде 70-ке якын инсан жашайды. Сюда я как комсомолка приехала поднимать сельское хозяйство, поля, фермы. Вот так. Я же работала свинаркою, работала бригадиром, работала учетчиком, а тоді телятницею, последня дояркою работала. І жили дуже дружно, одною сім'єю жили, ніхто не знав. І татари, і русські, і білоруські були, всякі нації. Ну ніхто не знав, які вони нації. Всі, що треба зробити гуртом. Всі треба щось зробити гуртом. Хоч на фермі, хоч удома, хоч що, дуже дружні були люди. Эбет вакыт деңишкени кыбы хатыра да деңишедир. Чүнки Нина Гончар айткан базы бир шейлери мантыксыз кыбы көрүнө. 50-60 сенелери койде кырым татарлар жашамаган. Уларны 44-те туган ана ватанынан сүргүн эттилер. Сүргүнлүктен эвел радужная Кыр байлар вакыф оларак адландырылган эди. Кырым татарчадан тержиме этсек, кой кырда ерлешкени ve анда байлар жашаганын билмеге мүмкүн. Вакуф ise мусулманлыкта бу дини яда хайрия максатларга айрылган мал-мульк топраклардыр. Койге бакканда мында бир заманлары инсанлар жашаганын биле тасаввур этмек кыйын. Буны тек виран этилген эв темеллери, дагылган коро ve бакымсыз коюлар хатырлата. Домов в нашем селе уже почти не осталось, остались только развалины. Вот, например, развалины дома моего прадеда. И в таком же состоянии, в принципе, находятся практически все дома, которые раньше здесь были построены. Бу ерлерде Алексейнин бутун балалыгы кечти. Здесь село довольно большое было. Здесь было около 30 домов. То есть здесь были птицефабрика, свинокомплексы, телятники, как бы при Союзе очень. Село было большое, процветающее, магазины, тут вот такое вот, постепенно в 90-х, как бы с развалом, вот, постепенное угасание, как бы произошло, вот. Шымдыки вакытты бу койде Алексейнин ана-бабасы жашай. Олар ана-бабаларынын хатырасын сакламак максатында койге көчүп, өмүрлөрүнө девам этирмеге истедилер. Здесь мои бройлеры. Это вот вопрос и ответ. Это моя зарплата. К пенсии. Так как пенсия у меня всего лишь 5600, вот этим я вот занимаюсь. 2 месяца по 3 килограмма. Потом находим какого-то покупателя и сдаем. Эвелери Татьяна Черномаз хожасынын бирабер айван асырапчылыкнен уграштылар. Лекин саглыгы вазиятынден себеп олар башка сага кечмеге мечбур болдулар. Шымды аиле чипчей ве тавукларнен уграша. Bundan да гайры азбарда чешит бостан жетиштирелер. Вот это мой огород. Маленький. Ну, с одной грядки можно закатать хоть что-то. Это моя клубника. Выродилась. В этом году я ее обновлю, и опять все по новой пойдет. Потому что в этом году я запустила. Времени не было у меня. Можно было и весной пересадить. И сейчас бы вы еще клубнику ели. Бунин бирабер радужная кой сакинлеринин шахси балкурт кутулары бар. Бу тек бал дегилде чешит хасталык ve дертлерден тедевилев усулыдыр. Вот это наши пчелки. Всегда хотелось бы лучше, чтобы чаще муж заглядывал на них. А у него бывают такие моменты, что ой, я забыл, ой, там вспомнил, ой, а я не обработал. Ну, а вообще-то он молодец. Ну, сейчас немножко накачали медика. И единственное, что для меня, для всех это мед, а для меня это лечение. Я просто беру
у мужа вот такую вот вещь. И вот так вот ее ловлю. Татьяна Черномазның білдіргеніне көре, эвеллері койды түкенда чалышқан. Инсанлар ферма ве тарлаларда зиратчылықнен оғрашқанлар. Колхоз дағылған сон есе койыны терк етмеге мечбур олғанлар. Бұнын бері су қолесі де озышыны тоқтатты. Халызырда Черномазлар әйлесі еске Қырым татар қойысындан сувнен файдалана. Перестала существовать башня, мы открыли колодец. Пришлось купить насос. Она не пресная, она очень соленая. Мы ее не пьем, но только скотине, птица. Вот огороды тоже не хотит это самое расти, потому что эта вот соль, она как-то, не знаю, уничтожает корень, что ли. А вот если посадила что-то в огороде, то это надо, чтобы месяц-два оно будет сидеть, потом потихонечку начинает расти. Воду мы привозим с Краснознаменки, бидоны. Татьянаның оғлы Алексей шахси әйле қорып қомшы койге көчті. Бүгін есе о енді өз әйлесінен берабер ана бабасына мұсафірлікке келді. Живем мы в селе Краснознаменка семьей. Приезжаем сюда, муж приезжает каждый день, и я зачастую на выходных. Лето проводим каникулы мы здесь, у бабушки с дедушкой, помогаем. Переехать сюда, ну, в принципе, хотелось бы, наверное, чтобы как-то продолжать. Здесь жили родители мамы с папой, сейчас живут родители, и, может быть, в дальнейшем будем жить здесь мы. Тут тихо и спокойно. Тут можно поиграть с собачками, с курочками, бабушке можно помочь, дедушке. Радужнайден 2 километр ұзақлықта ерлешкен Краснознаменка көйінде мектеп бала бақчасы ве түкен бар. Бұнен бәрабер кой сәкенлері таби газнен қолана. Татьяна Черномазның фікірінше бұл месафе ұзақ дегіл. Оның ішінде өз бақтында газ кечірілген олса, кой ғайып болмаз еді. Баллоны привозим, покупаем баллоны. Вот если бы они на нас внимание обратили и сказали, что вот нужно здесь, как бы что-то здесь в дальнейшем, какие-то постройки, может быть, были бы, если бы здесь газ проложили бы. Электрикнен де койде проблемлер ола. Оның үшін evni esasen soba vastasымен қыздыралар. Қышқа ise жеди азырлық көрелер. Эркеклер odun ve яқарлық, evбеке ise чешет туршулар азырлай. Вот это мой подвал. Чтобы прожить зиму и лето, и осень. Все своими ручками, с помощью, конечно, невестки. Компотики, огурчики, салатики, приправы к борщу, томат. Это мед вот стоит в ведерках. Это мое достоинство. Я здесь храню все, что закатаю. Радужная койы мира соқағы evның номерасы есе белгісіз. Бұ екене кой сәкелері яшаған ev адресідір. Цивилизация ве инсанлардан ұзақ олсалар да, бұ әйле өзлеріне бақытлы инсанлар оларақ сая. Ой, как хорошо, кричу сама себе, потому что, ну, я не знаю, ну, я такой человек, вот, может быть, это мое. Ну, конечно, ну, проблем много, нужно все это отремонтировать. Ну, если будут деньги, мы это сделаем, а если их не будет, то, конечно, сельский совет нам ремонт не сделает.